Десятки ресторанов и кафе на грани краха, тысячи безработных и немалое количество банкротств. Пандемия принесла неприятные сюрпризы всей нашей экономике. И сейчас главная задача правительства – поддержать бизнес. Меры по поддержке бизнеса действовали в Ингушетии еще задолго до пандемии. Это и микрокредитование по линии Фонда поддержки предпринимательства, финансовая помощь в отношении центров развития бизнеса, такие как «Мой бизнес», и поддержка экспорта. Такой прямой грантовой поддержки у нас с 2017 года уже нет. Она отменена во всех субъектах Российской Федерации с 2017 года. Что касается мер поддержки, положенных в период пандемии наиболее пострадавших от коронавируса, то сейчас в Народное собрание Ингушетии внесены 6 законопроектов. Они находятся на рассмотрении. Основной акцент на снижении налогов. В отличие от федеральных мероприятий, где предусматривается отсрочка, то мы на региональном уровне стараемся предоставить вообще отмену некоторых налоговых ставок для наших предпринимателей на период с 1 января и до 31 декабря текущего года. Как я уже сказала, данные законопроекты они находятся на рассмотрении. Если все пойдет по плану, мерами можно будет воспользоваться задним числом. С началом пандемии в Ингушетии был утвержден список системообразующих организаций. В данный список сегодня вошли 22 организации. Это организации, у которых непрерывное производство, которых нельзя останавливать. Соответственно, это аэропорт Магаз, ГУП Ингушавтотранс, такие предприятия, как Строймаркет, РИАК, и ряд других. Более того, в регионе утвержден антикризисный план устойчивого развития экономики и социальной сферы. Общая сумма его финансирования 790 миллионов, 90% из которых это деньги из федерального бюджета. Он направлен в Министерство экономического развития страны и ждет своего решения. Сейчас всем регионам оказывается помощь в докапитализации фондов поддержки предпринимательства. Такой фонд у нас в республике есть. Мы обращались и в Минэкономразвития России, и в Министерство финансов. В настоящее время те суммы, которые мы запрашивали, пока не получены. Нашему региону одобрена сумма в размере 21 миллион рублей. Пока она не дошла до региона, она пока одобрена. Для поддержки бизнеса это микрокредиты, это займы под 6% годовых, которые выдает наш фонд развития предпринимательства. По словам руководителя ведомства, сейчас правительством и главой региона проводится работа для увеличения данной суммы до 200 миллионов рублей. Обращение уже направлено, режим ожидания включен. Зелимхан Калоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.